Ну, тут несколько причин. Во-первых, как вы знаете, буквально 3-4 года назад у нас было очень много земель, орошаемых земель, которые не использовались. Раньше мы ездили по районам, чтобы эти земли уменьшать. Но тенденция 4 года, может 3 года идет к тому, что у нас уже не осталось земель, где орошаемых земель, где не используются. И кроме того, у нас еще поливаются те земли, которые считаются богарными или пастбища. То есть земли у нас, поливаемые земли, не орошаемые, а поливаемые земли у нас увеличились. Сейчас мы хотим инвентаризацию завершить и определить, где же у нас, сколько земель у нас поливается. Это во-первых. Во-вторых, у нас поменялись культуры. То есть, если раньше у нас много было зерновых культур, то на сегодняшний день у нас техническая культура преобладает. То есть, в советское время я сказал, что процентов, более 60% это были зерновые, на сегодняшний день зерновых очень мало. Может быть, там 10-12% у нас используются на зерновые. В основном у нас на сегодняшний день у нас многолетние травы, кукуруза, сахарная свекла, овощи, фрукты. И очень много стало у нас малины, клубники, которые потребляют воды. 30-35 поливов надо, чтобы вырастить клубнику, несколько урожаев. Представьте, кукуруза 4-5 раз минимум, сахарная свекла 5-6 раз поливается, тогда как зерновую у нас поливались 2 раза. Не зря же у нас профессиональный праздник был 3 воскресенье июня, потому что урожай весь собирали, полив практически заканчивался, и у нас отмечали праздник. Сейчас мы 3 воскресенье июня это только самый разгар поливов. То есть поливы у нас идут до конца сентября, пик еще идет у нас. То есть поливается. Поэтому культуры меняются, во-первых. Во-вторых, земли увеличились. И в-третьих, у нас климат меняется. По нашим наблюдениям, мы где-то на месяц сдвинулись. То есть, если у нас в мае месяце раньше, вот в том году, если вы наблюдали, допустим, по рекам у нас было, Аламедин, допустим, 20 кубов давал, то в том году давал 5 кубов в мае месяце. Это что-то, нечто было. Другие реки тоже в 4 раза меньше уменьшили в мае, но в июне они увеличились. То есть у нас сдвинулся на месяц, так скажем. То, что в мае приходило, это пришло у нас в июне. То, что в июне, это пришло в июле. То есть такие проблемы у нас были. Поэтому возникает, я думаю, дефицит водных ресурсов. И в-третьих, наверное, это состояние наших ирригационных сетей. Межхозяйственные каналы мы приводим в порядок, но внутрихозяйственные каналы, у нас, знаете, что там большие проблемы, поэтому мы хотим взять на баланс и уже приводить в порядок внутрихозяйственные растительные сети. Вот основные проблемы. И третья проблема, четвертая проблема, я думаю, это есть распределение воды тоже. Нам надо здесь тоже наводить порядок. Во-первых, вы знаете, что к концу 2021 года у нас идут масштабные работы по очистке, ремонту каналов, для того, чтобы довести нашу воду до населенных пунктов. Насосные станции у нас ремонтируем, меняем старые агрегаты. То есть в 2021 году, я когда пришел, допустим, у нас была проблема даже в том, что у нас не было резервных агрегатов. То есть насосная станция работает, у него 2 агрегата, если один поломался, то он уже не работает. Поэтому мы везде установили резервные агрегаты на тот момент, что они подключат их. И меняем сейчас трубопровод, их 190 километров, которые уже весь срок свой уже отработали, уже ржавчина там есть. 10 километров мы хотим в этом году поменять, допустим. И каждый год эта будет работа проводиться. Кроме этого, у нас, как везде мы уже заявляем, наш президент тоже позавчера давал интервью, это строительство новых небольших аккумуляционных сооружений. И плюс реконструкция старых БДР.
Это на первом этапе. А на втором этапе, конечно, мы будем уже потом, когда мы завершим проектно-сметную документацию, строительство крупных водохранилищ начнем. То есть на первом этапе мы должны решить локальные вопросы. Предварительно было 64, сейчас мы уже где-то 70-71 БДР будем. Ну, это надо утвердить нам государственную программу. После этого мы начнем уже изготавливать проектно-сметную документацию. Ну, в этом году, допустим, мы хотим восстановить, реконструировать, то есть 3 БДР, и у нас очень много планов по строительству каналов. На следующий год у нас планируется строительство около 4-5 БДРов, и ежегодно мы будем уже наращивать это. То есть сейчас, насколько больше мы сделаем проектно-сметной документации, деньги будут выделяться уже не только из средств государственного бюджета, но и из средств наших партнеров тоже. Мы не только должны на бюджет нагрузку, но и мы работаем со всеми банками, со всеми нашими партнерами активно. Я думаю, что мы эти БДР в определенный срок закончим. Это будет сглаживать все наши вот эти маловодные периоды. И в-третьих, наверное, это цифровизация, как мы уже везде показываем, мы должны усиливать эту работу. Цифровизация, что Ну, это установка датчика, вот мы вам уже показывали, что вот в 3 районах активно уже, только эти датчики устанавливаются на наших каналах. То есть они распределяют воду? Распределяют воду, да, мы должны видеть, насколько правильно распределяется вода. И следующим этапом мы пойдем уже, постараемся автоматизировать, чтобы уже один диспетчер распределял, допустим, воду по одной системе, чтобы никто не подходил там, не менял каждый день там объем подаваемой воды. Вот установили на определенный срок, эта вода должна в определенный срок поступать. Но это будет правильное распределение водных ресурсов. Мы будем знать, сколько же действительно там поступает и сколько мы подаем. Потому что с каждым годом же у нас есть цикличность, где мы должны каналы очищать, там, 5 лет. Мы должны их очищать. Значит, если у нас он должен подавать, допустим, 200 литров, но он заилится, да, 100 литров, он же не может же подать. Поэтому мы должны это все видеть, то есть в онлайн-режиме. Значит, здесь надо почистить, здесь надо отремонтировать, здесь потери есть. Здесь мы полноценно подаем. И вообще БДР мы сейчас строим, уже сразу просчитываем, какой дефицит, допустим, в этом регионе, и как мы его решаем. БДР насколько решит вопрос этого населенного пункта. Большие водохранилища у нас уже в планах есть, они во всех 7 областях будут. Построить водохранилище — это же не просто же. Это же надо просчитать, найти, где мы будем накапливать, сколько воды есть. Есть возможность, нет возможности. Смотрим на борта, будут держать плотину, можно построить, нельзя. То есть пока проектно-сметную документацию не сделаем, пока мы изыскание не проведем, мы тоже не можем сказать, что вот здесь можно. Вот из 71 объекта, возможно, мы не все можем построить, это покажет проект. А может, мы еще больше построим. Ну, это будем изучать, это же ежедневная работа. Мы не можем сказать, что, допустим, $1 миллиард нам надо, и мы завтра решим. Нет, это будет решаться же не за 1 год. Здесь нет такого, что надо завтра одним махом все решить. Нет, будем поэтапно решать. Мы начинаем решать проблемы там, где у нас сейчас есть дефицит, в первую очередь. Вот мы должны покрывать дефицит. Потом дальше уже будем решать, где просто накапливать нам надо. У нас же, чем больше воды мы будем давать, тем больше, так скажем, культуры будут меняться. Если воды мало, он же не сможет посадить клубнику. А если воды завтра больше станет, человек уже думает, я не зерновой посажу, я тогда, допустим, сахарную свеклу могу посадить или кукурузу могу посадить. То есть фермеры уже подстраиваются под воду потом. И это правильно, мы должны план водопользования с планом посева. У нас должны это планово идти.
Нет, у нас прогноз одинаковый, мы же одно министерство. Бахыт Эргеш имел в виду, что возможно будет маловодье. Мы же, никто не сможет сейчас сказать, будет или нет. Но мы говорим о том везде, что возможно будет маловодье, должны готовиться самым таким нехорошим развитию событий. Но для этого мы что-то, мы должны готовиться. А лучше оно само придет. На самом деле мы в начале апреля, числа до 10-го, гидромет нам даст уже окончательный прогноз. Вот после этого мы будем уже делать наши планы, составлять. А то, что вы видите, вот, просто снегонакопления не очень много. Поэтому мы говорим о том, что, возможно, в этом году будет маловодье. Я не думаю, что все ледники у нас исчезнут, просто это же тоже процесс, цикличность имеет. Да, сейчас идет до 50-го года будет процесс уменьшения водных ресурсов, это ученые все говорят. После 50-го года как бы он должен какой-то обратный эффект тоже иметь. Но наши ученые говорят о том, что это не 50-й год будет, это будет раньше. То есть более активно будет, возможно. Но как бы там ни было, поэтому мы должны больше аккумулировать. Любую воду аккумулировать, ее использовать. Вчера президент правильно сказал, что если мы побольше будем аккумулировать, если нам воды будет достаточно, зачем мы ее будем держать? Конечно, наши соседи тоже будут получать этот объем воды. Поэтому нам нужно строить больше аккумулирующих сооружений, как бы там ни было. Фермеры знают, куда обращаться. У нас есть районное областное управление водного хозяйства. Они занимаются этими вопросами. Есть вопросы, которые глобальные, а есть вопросы, так скажем, местного уровня. Поэтому я думаю, что на месте эти вопросы решаются. Мы же используем воду, которая у нас есть, больше мы не можем использовать. Нет у нас другой воды. Поэтому тут уже искусство наших ребят правильно распределить воду. Где-то они должны очередность соблюдать, где-то должна быть система. Мы стараемся. Вот в Чуйской области в том году, вы, наверное, заметили, 23-й год был намного хуже 21-го. Но в том году мы ситуацию вышли лучше, чем в 21-м году. Почему? Потому что мы тоже уже, наши ребята уже к этому тоже пристраиваются, наши фермеры перестраиваются. Ну и, конечно, то, что результат вот этих 2,5 лет дает о себе тоже знать. То есть больше воды мы поставили. Вот по нашим 2 года подряд мы на 20% увеличили водоподачу нашим фермерам. Это говорит о том, что учет лучше стал. И по нашим каналам мы стали больше воды доставлять до фермера. То есть раньше мы не могли этот объем доставить, мы сейчас больше стали поставлять. В этом году тоже мы сейчас план хотим увеличить, но мы смотрим сейчас, насколько сможем увеличить. Вода на сегодняшний день не является товаром, это не признано, нигде не признано, что вода товар, это ресурс. Мы нашему населению тоже воду подаем не как товар, а, допустим, они платят за услугу по поставке воды. Нашим соседям у нас есть соглашение, которое мы придерживаемся, это в основном 83-84 годов. Но я бы сказал, что когда нам говорят, что мы соседям что-то больше даем, это же как на уровне слухов же. Допустим, в прошлом году мы Кировского водохранилища лимит дали, все, закрыли. Начали говорить о том, что зачем вы закрыли. То есть тут как бы по-разному можно. Но мы им дали свою воду, все, больше воды, лимит у них кончился. Они только получают свой лимит. Везде у нас есть лимиты, и для них, и для себя. Поэтому говорить о том, что Ортотокойское водохранилище пересохло, все там катастрофа, она каждый год наполняется. Сейчас у нас наполняемся на уровне прошлого года. Мы к маю месяца ее наполним, и ее же, возможно, и до конца сработает, а возможно, чуть-чуть останется. Это все будет зависеть еще от осадков. Если будут хорошие осадки, то, конечно, у нас
мы меньше воды будем сорта такое брать. Это все регулируется. И я бы со всей уверенностью хотел бы сказать, я в том году чуть эмоционально сказал, что 5000 наших водников возмущены таким заявлением, что там воду кому-то там даем, что-то даем. Мы тоже живые люди, допустим, все люди работают, стараются, а потом как бы такие заявления нас чуть-чуть задевают наши, так, ребят, как бы они не могут высказать, они же только работают в сезон. Мы за них говорим. Но ребята мне говорят, ну что, как так можно? Мы и так работаем, и здесь считаем, и подаем. Больше наши фермеры стараемся дать. Каждая страна будет защищать интерес своей страны только, каждое ведомство. Я и нашим коллегам из других стран говорю, вы за свою страну болеете, мы за свою страну болеем. Но это не значит, что мы должны друг друга там где-то пережимать. Нет, мы должны конструктивно решать все вопросы. И мы так и решаем. Я хотел бы сказать, что и в этом году тоже так будем работать. У них есть подписанные наши графики, только по этим графикам мы подаем. В том году мы не смогли им подать, 98% мы дали. Себе план свой выполнили, но план не тот, который, может быть, всех удовлетворит, а тот, который, это все от поступления воды, от того объема, который есть. Казахстан ежегодно выделяет средства, но не нам перечисляет, они выполняют работы. Допустим, ремонтируют объекты межгосударственного пользования. Вот, допустим, в Кировке они поменяли еще этот затвор, который стоит очень больших средств. Ежегодно они на 179 миллионов тенге, по-моему, ремонтные работы проводят. Мы сейчас переговорим о том, чтобы они, как Узбекистан, просто перечисляли нам, а мы перечисляли уже на наши объекты, и там уже на объекты уже ремонты сами проводили. Это намного дешевле, и я думаю, что это более эффективно будет, потому что у нас ремонт проводят своими силами, у нас нет подрядных организаций. Так Узбекистан перечисляет, ежегодно они увеличивают на 30% ассигнования, то есть это 240 тысяч долларов, по-моему, в 2023 год, в этом году 280 тысяч будет. Потом опять 30% в 2025 еще наращивать будет. То есть ежегодно будет увеличение выделяемых средств. И кроме этого мы сейчас, допустим, с Узбекистаном договариваемся совместно отремонтировать Хасансанское водохранилище. Мы обратились к нашим донорам. Сейчас, если решатся вопросы, мы его полностью отремонтируем. То есть хотим совместно все это содержать. Конечно, они выделяют средства, но мы говорим о том, чтобы увеличить ежегодно вот эти средства. Это тоже сумма не очень большая, поэтому мы будем стараться, чтобы они больше средств выделяли. И с Узбекистаном, и с казахскими коллегами мы встречаемся минимум 2 раза в год, то есть весной и начало вегетации, и в конце вегетации. И там уже решаем все наши насущные проблемы. То есть какие у нас вопросы есть с их стороны, с нашей стороны, мы должны там, какие ремонты. В основном это касается, больше вопросов это касается инфраструктурных вопросов. Ремонт, реконструкция, там, строительство и тому подобное. Мы можем только решить увеличить заработную плату, больше никак. Мы над этим работаем. В том году увеличили заработную плату. Мы постараемся в этом году, если мы кабинет министров наш вопрос решит заработной платы. Но кроме этого мы же сейчас над тарифами работаем, хотим хозяйственные сети на баланс взять. Тогда мы можем больше денег собрать. Мы сейчас не хотим озвучивать сумму, чтобы завтра не было к нам вопросов. Но когда мы это начнем делать, вы сами увидите. И из этих средств мы постараемся увеличить зарплату нашим сотрудникам на линии, допустим. И как только у нас увеличится заработная плата, появится интерес к нам со стороны молодежи. Я вам просто скажу примерные цифры. Это
Заработную плату мы хотим поднять минимум на 50-60 тысяч сомов, не меньше, чтобы было. Это только в регионах. А в центральном аппарате или, так скажем, у нас управление есть, там будет еще больше. Мы к этому стремимся, мы постараемся. Но это не очень простое дело, вы поймите, что это целую систему мы сейчас меняем. Если мы это сделаем, будет очень хорошо. Если будут зарплаты в регионах 50-60 тысяч, а здесь намного выше будет, я думаю, тогда молодежь к нам потянется, будет интересно работать. И самое интересное, мы своими силами хотим полностью, и большие строительства, малые ремонты, все хотим своими силами потом делать. Чтобы у нас вышла плеяда хороших специалистов, чтобы мы своими силами это все делали, учились. Я думаю, у нас будут очень хорошие кадры, и тогда у нас будет, я думаю, что много чего мы достигнем. Не только в строительстве, но и даже в том же проектировании. У нас проектные институты сейчас, так скажем, настолько они, так скажем, там много проблем, мы хотим там тоже много чего поменять. Отдельное министерство со временем, конечно, оно будет, но на сегодняшнем этапе я думаю, что это правильное решение было. Сейчас мы под службой водных ресурсов будем уже сельводоснабжение, подземные воды, все водные ресурсы будут при службе водных ресурсов. Вся поливная, питьевая, подземные воды, реки, это все, все водные ресурсы будут сконцентрироваться в этом Министерстве водных ресурсов. Соответственно, при Министерстве водных ресурсов будет служба, которая будет эту всю работу делать. Мы сейчас должны усилить службу водных ресурсов до такого состояния, чтобы потом через определенное время могли сказать, можно уже делать министерство. На сегодняшний день было принято правильное решение, потому что наш министр еще является заместителем председателя кабинета министров, и наши вопросы сейчас решаются намного быстрее, чем мы бы сами решали бы. То есть путь очень короткий. Это решение было правильным, я считаю, что и сегодня мы быстрее идем, так скажем, к тому, чтобы водные ресурсы все объединить. Дело не в том же, чтобы будет отдельное министерство. Если оно будет министерство, но при нем, если не будет других ресурсов, что за министерство будет? Если будет служба, которая при нем будет все, она будет намного сильнее, чем даже если было бы министерство, где было бы там какая-то часть только. Дело в том, чтобы система же заработала, мы к этому же идем. Самое главное, чтобы не министрами стать, не министерством стать, а стать сильным Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и промышленности. При нем будет служба, которая будет исполнять функции даже. Конечно, со временем этот вопрос поднимется и будет, но придет время, когда мы уже усилимся. Мы сейчас сидим на кузове, где нет колес. Вот надо все ресурсы, это колеса, одеть, руль поставить и поехать. Мы сейчас толкаем, говорим, что вот мы вот кричим только, а сейчас создается. Давайте мы сейчас 4 колеса оденем и поедем. Я думаю, самое главное, что машина поехала. Не катилась, а вот ехала.